Летний выходной день 13 июня стал для выпускников московских вузов 2015 года особенным. В этот день более 1200 карачаевцев и балкарцев собрались в главном храме науки страны в Российской академии наук, чтобы чествовать на праздничной сцене молодых людей, окончивших университеты, академии и институты. Безусловно, этот день стал звездным часом для сотни выпускников, и не зря. 5 лет над учебниками, конспектами в библиотеках, лабораториях и, как результат, заслуженные дипломы. А для организаторов этот день, как всегда, начался рано, то есть вскоре после того, как закончился предыдущий. Мы, как и уважающие себя студенты, в последний день наносим завершающие штрихи в подготовительном процессе, решаем оставшиеся небольшие задачи. День праздника для нас — это ежегодный экзамен. Каждый отдел сдает его на своем рабочем месте, а общий результат и будет для нас итоговой оценкой, которую поставите нам вы, уважаемые зрители. Но, конечно, вечер выпускников — это не просто большой концерт, а самое настоящее землячество. Здесь можно увидеть своих знакомых, друзей и даже родственников, встретиться с которыми часто невозможно из-за бешеного ритма жизни мегаполиса. И вот 3 этажа просторных холлов концертного зала «Академический» наполнились радостными приветствиями, родной речью, детскими голосами, танцами. Впрочем, как и всегда, 12 лет подряд. Зрители встречают джигиты и горянки в национальных одеждах и улыбающиеся девушки на регистрации. Выше, прямо у входа в концертный зал, выставлена продукция фонда, представленная в этом году несколькими художественными и научными книжными изданиями, 3 аудиокнигами, 8 продублированными на карачаево-балкарский, аланский язык мультипликационными и художественными фильмами и, конечно, новым выпуском дайджеста elbrusoid.org. Мал-помалу прибыли все — артисты, выпускники, наши приглашенные почетные гости, ну и, конечно, вы, уважаемые зрители. Должны отметить, что на землячествах Эльбрусоида бывает много гостей других национальностей, и этот год не стал исключением. К нам на праздник пришли представители более чем 10 разных национальностей, которым мы с радостью показали наших выпускников — гордость народа. Не отнимая больше у вас времени, приглашаем всех в зрительный зал на концерт. Вас ждет около 40 интереснейших номеров, более 100 талантливых артистов, да и вообще много приятных сюрпризов. Хорошего просмотра, уважаемые зрители! Здравствуйте, уважаемые зрители! Дорогие гости, вот и наступил 12-й по счету ежегодный торжественный вечер чествования выпускников московских вузов. Салам алейкум, багалы джамагат. Здорово. От имени фонда Эльбрусоид мы рады приветствовать всех сегодня в этом зале. Знаковым моментом сегодняшнего мероприятия является то, что мы собрались в главном научном учреждении нашей страны – Российской академии наук. За прошедший год это уже не первое наше мероприятие в этих стенах, но об этом чуть-чуть позже. А сейчас все наше внимание к героям нашего праздника. Вот они, перед нами, красивые и уверенные в себе. Просим открыть занавес. Они прошли все стадии эволюции студента, от первокурсника до дипломированного специалиста. Изнуряющие сессии, ужасные предметы, строгие преподаватели – все это уйдет в историю буквально этим летом. Правда, надеемся, что туда же не отправятся добытые с таким трудом знания. А мы хотим пригласить на сцену человека, который сможет сказать правильные слова, дать правильные напутствия, чтобы накопленное добро не пошло впрок. Просим на сцену президента фонда Эльбрусоид, главу Российского конгресса народов Кавказа Татаркулова Алия Хасановича. Ассаламу алейкум, Аллах. Добрый вечер,
дорогие гости, мы начинаем наш традиционный вечер выпускников. Я приветствую всех, кто собрался. Понимаю, что молодежь любит больше концертную часть и подойдут большей части к концерту, но тем не менее главными виновниками сегодняшнего торжества являются наши выпускники. Фонду Эльбрусойт уже 12 лет. В мае месяце, 19 мая, в день пионерии, исполнилось 12 лет. И в 2003 году, буквально через месяц после открытия фонда, мы провели первый вечер выпускников. И вот с тех пор, 12 лет, как говорил один известный вам всем человек, как рабы на галерах пахали все 12 лет. Фонд Эльбрусойт проводит вечера выпускников, вечера первокурсников и много-много чего другого, о чем сегодня наши ведущие очаровательные расскажут. За это время первое поколение, как мы говорим, первая волна эльбрусоидов, те, которые были у истоков, стали уже взрослыми людьми, обзавелись семьями. И вот дети сегодня бегают, это уже дети, которые рождены и воспитываются, можно сказать, при фонде. Их называют у нас эльбазавриками. Вот. Я приветствую наших аксакалов. На Кавказе особое уважение всегда отдают аксакалам. Кстати, пользуясь случаем, хочу рассказать вам о своем открытии. Я сегодня уже гостям рассказывал. Вы все знаете, что на Кавказе очень много, слава богу, долгожителей. Кавказ славится долгожителями. Чаще упоминают Абхазию. Ну, Карачаево-Черкесия тоже старается не отставать, и в Карачаево-Черкесии есть даже клубы, где собираются те, кому за 100 лет. Когда я был студентом, в советское время были клубы, кому за 30, и мы думали, люди столько не живут, а вот оказалось, что есть клубы, кому за 100. Так вот, задавшись вопросом, почему все же ищут, журналисты ищут секрет долголетия, почему, как так, какой образ жизни вели люди, что могут столько жить, почему на Кавказе. Я сделал небольшое открытие, оно лежало на поверхности, но, надеюсь, мне дадут за это Нобелевскую премию. Я еще не подавал, правда, заявку. Вот. На Кавказе для того, чтобы люди жили долго, нужно соблюдать, есть у человека физиологические потребности. Это в первую очередь, это воздух, чем мы дышим. А вы знаете, что на Кавказе он гораздо лучше, чем, скажем, в московских улицах. Второе – это сон. Все знают, что в горах можно спать меньше, но просыпаться очень бодрым. Сон бывает крепкий. Третье – это вода. На Кавказе, слава богу, источников и минеральных, и любых на каждый квадратный километр больше, чем где-либо и в нашей стране, и во многих местах в мире. Это вода. И четвертое – это еда. На Кавказе раньше, да и сейчас не особо Макдональдсы там раскиданы, но предпочитают натуральную еду. Не бигмаги, чипсы и кока-колу, а то, что, в общем, натуральное. И вот когда 4 эти физиологические потребности в порядке, если нет других каких-нибудь там психологических, психических расстройств и прочее, то люди живут спокойно и долго. Вот в этом, в принципе, секрет долголетия. Поэтому у нас аксакалов много, и слава богу, что они у нас есть, и если у нас будет поменьше чипсов, кока-колы и бигмагов, то эта традиция будет продолжаться. Помимо физиологических потребностей, безусловно, у людей есть духовные потребности. В частности, вот мы говорим сегодня об образовании, о наших выпускниках. 21 век, век, где без образования делать
нечего абсолютно. И мы пропагандируем здоровый образ жизни, образование. Образование разное. Нам нужно, мы говорили опять сегодня, что в последнее время, в общем-то, у нас тенденция такая, улучшается. Раньше были большей частью юристы, экономисты, врачи и учителя. 4 столпа карачаево-балкарского образования. На сегодняшний день у нас есть и другие, и технические вузы заканчивают. И вы наверняка сегодня увидите и услышите выпускников многих других вузов, что, безусловно, радует. Образованная молодежь – это завтрашний день любого народа, любой страны. И мы хотим, чтобы в России наша молодежь, и в частности карачаево-балкарская молодежь, была образованной. И мы рады, гордимся тем, что у нас есть столько хороших выпускников, и что позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. И не буду долго занимать ваше внимание, хотел буквально пару слов выпускникам. Когда я учился в советское время, у нас после университета направляли на работу. И мы знали в советской системе, мы знали после института, куда пойдем, как будем жить, как продвигаться по службе и прочее, вплоть до пенсии. Такая стабильность была в стране, что, в принципе, очень хороший показатель. Потому что подавляющему большинству населения нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Но, с другой стороны, у нас не было той свободы, которая есть сейчас, которая есть у вас. Вот вы получили дипломы, вы можете буквально со следующего месяца разъехаться по всему миру и занимать те места, которые хотите, учиться, продолжать учиться или работать. Такой свободы, безусловно, не было. Ну, нет худа без добра. И в Советском Союзе было очень много хорошего, и сейчас есть тоже хорошее. Поэтому я вам желаю, чтобы вы нашли свое место, чтобы мы могли гордиться вами, смотреть за вашим ростом в жизни, и карьерным ростом, и в образовании. Езжайте, весь мир, век глобализации, он очень маленький. Вы можете быть везде, но у меня просьба, где бы вы ни были, не забывайте родной очаг, не забывайте свою малую родину, большую родину, и поступайте так, чтобы мы могли вами гордиться. Удачи вам! Глава нашего фонда выступил, и теперь вечер можно считать по праву открытым. Али Хасанович только что упоминал про Нобелевскую премию. Вот Нобелевской премии у него пока нет, но мы хотим поделиться вот какой новостью. Вот буквально недавно Али Хасанович Татаркулов стал обладателем международной престижной премии «Красное яблоко» в номинации «Социально ориентированный бизнес». Вручение проходило в Стамбуле в апреле этого года. И надо сказать, что компания у Алия Хасановича собралась вполне приличная. Так, в различных номинациях премию «Красное яблоко» получили вице-премьер Турции, генеральный секретарь секретариата президента Турции, министр обороны Казахстана, а также президент Татарстана Рустам Минниханов. Ызыкалым болсун, Али Хасанович. Мир держится на людях, которым не все равно. Не все равно, что происходит рядом. Дома, на улице, в городе, в республике, в стране. Эта стезя заставляет их выбрать особую дорогу. Жить и работать на благо общества. И мы хотим пригласить на сцену председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по поддержке молодежных инициатив Тарбаева Саганджи Андреевича.
а также специалисты-эксперты Департамента национальной политики Управления президента Российской Федерации по внутренней политике Волкову Кристину Игоревну. Заместителя начальника управления национальной политики и межрегиональных связей Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы Шершнева Илью Леонидовича. Добрый вечер. Очень приятно, что, во-первых, пригласили сегодня сюда, потому что я даже не знал, что каждый год вот так вот празднуют этот праздник, и что выпускники из двух республик, но представляющие один большой народ, как мне только что вот господин Хуртаев объяснил. Я прежде всего хочу обратиться к вам, выпускники, потому что вы счастливые, потому что у вас есть такой фонд, и у вас есть такой человек, о котором, наверное, мечтали бы все другие национальности, живущие в Российской Федерации. Это сегодня проводить такие мероприятия, можно сказать, за свой счет, это очень дорогого стоит, и поэтому, Олег Хасанович, вам еще раз большое спасибо. И, наверное, от меня, в данном случае, не как от члена Общественной палаты, а как от человека хочу сказать большое спасибо. Вы очень большое дело делаете. Говоря, наверное, уже от председателя комиссии, как меня сегодня здесь объявили, я еще никак не могу привыкнуть к тому, что такой вот большой преамбулок перед двумя сложными словами Сангаджи Тарбаев называют сегодня. Но вся страна знает именно Сангаджи Тарбаева. Раньше была другая преамбула, КВН, РУДН, да, а сегодня уже Общественная палата и комиссия по поддержке молодежных инициатив. Буду привыкать. Наверное, скажу очень коротко и, наверное, емко. Уважаемые гости, уважаемые выпускники, молодежная политика в нашей стране в зачаточном состоянии, она только-только развивается, и сегодня, я думаю, что все шансы у всех, кто стоит на сцене, и всех, кто присутствует в зале, стать активными субъектами молодежной политики, помочь нам и себе самим добиться в жизни успеха. И мы, как Общественная палата, готовы в этом во всем сопутствовать. Очень сложно объяснять, чем конкретно, но давайте мы, тот, кто заинтересуется, просто зайдет в интернет, посмотрит. И если у кого-то будут инициативы молодежные, связанные с развитием в республике, в России, какие-то интересные проекты, мы всегда готовы поддержать. Более того, даже готовы вам помочь в получении каких-то грантов. Имейте в виду. Говоря, наверное, как уже просто гражданин Российской Федерации, я, наверное, скажу как калмык. Мы, калмыки, живем на Кавказе, не являемся кавказским народом, но живем на Кавказе уже 400 лет и знаем всех вас, всю вашу кавказскую семью очень хорошо. Мне, безусловно, интересно наблюдать со стороны, и нам всем за вами, как вы живете, как вы развиваетесь, как вы между собой общаетесь. И, безусловно, вот эта вот интересная коллизия в виде Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где разделены два народа, для меня они до сих пор являются большой загадкой. Но в те времена очень много господин Сталин делал того, чего не нужно было делать, в том числе и с нашим народом. Но благодаря вот таким мероприятиям у вас появляется определенный дух, появляется определенный общий вектор развития. Я думаю, что это надо поддерживать, и поделюсь с вами вещами, которыми я живу, в принципе. Что бы я ни делал в своей жизни, я всегда задаю себе два вопроса. Первый вопрос: что скажет моя семья? Поэтому вам тоже предлагаю этот вопрос задавать себе в первую очередь, потому что это тот фильтр и тот вопрос, который позволяет каждому человеку на мгновение понять, а правильно он это делает или нет, а что будет потом и как потом будут говорить о его семье. Это первый вопрос. А второй — это даже не вопрос, а некий тезис, который еще 800 лет назад вывел человек по имени Тимуджин, но его все знают как под именем Чингисхан. У него был простой девиз: «Боишься — не делай, делаешь — не бойся». Поэтому сегодня вам, выпускники, я хочу посоветовать: если боитесь — не делайте, но лучше делайте и не бойтесь. Хорошей вам дороги и хорошей вам жизни. Спасибо большое.
Хотелось бы добавить следующее, Сангаджи. За 400 лет проживания на Кавказе, мне кажется, невозможно не стать кавказцем. Так что вы представитель не только великой степной культуры, но и кавказской. Я думаю, что зрители с этим согласятся. Спасибо. Кристина. Здравствуйте, дорогие гости. Мне сегодня не хотелось бы произносить административных речей, так как Али Хасанович я знаю не понаслышке, и его команду дружную я знаю очень давно. И то, что вы делаете, действительно, это не просто, это ценно, это полезно, это важно. И все мы это видим, не думайте, все это оценится. И действительно, плоды свои это имеет. Уже столько лет, 12 лет вы проводите этот замечательный праздник, и я здесь бывала не раз. Что мне хочется сказать? Действительно, самое главное для молодежи – это пример. Она не просто рождается. Если мы хотим, чтобы наши дети и молодежь была счастливой, мы сами должны быть счастливыми, достойными людьми. Действительно, и Али Хасанович, и ребята являются большим примером для выпускников. И мне бы хотелось пожелать им, чтобы они не пытались сразу брать от жизни все. Найдите свое предназначение, найдите свое место в этой жизни, потому что если человек находится на своем месте, он счастлив, он гармоничен, и он может приносить пользу обществу и, естественно, своей родине, своей семье. Удачи вам и успехов. Спасибо. Спасибо. Просим вас. Илья Леонидович Шершнев. Дорогие выпускники, хотелось бы прежде всего пожелать вам реализации вас, как профессионалов, ваших навыков, умений, знаний на благо нашего Отечества, нашей России. И позвольте зачитать приветственное слово от директора Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Черникова Владимира Васильевича. Дорогие выпускники, за время учебы вы приобрели прочные знания и поверили в свои силы. Вы полюбили столицу нашей Родины и нашли здесь новых друзей. Все эти годы Москва динамично развивалась вместе с вами. Сегодня городу и стране нужны умные и энергичные молодые люди, инноваторы, готовые творить и созидать. Правительство Москвы, в свою очередь, сделает все возможное для того, чтобы молодежь, в свою очередь, дальше могла реализовывать свой интеллектуальный и творческий потенциал, заниматься спортом, достигать больших результатов. Вы наша гордость, вы будущее России. Уверен, каждый из вас станет достойным гражданином Российской Федерации, внесет существенный вклад в развитие Отечества. Также поздравляю вас с 70-летием Великой Победы. Помните историю своей страны, с уважением относитесь к ветеранам войны, гордитесь тем, что живете в свободном и независимом государстве, приумножайте его силу и величие. Большую работу по укреплению межнационального мира и согласия в городе Москве проводят постоянные представительства Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик при президенте Российской Федерации, а также Фонд содействия развитию Карачаево-Балкарской молодежи Эльбрусоид. Уверен, представительство и фонд будут и дальше знакомить москвичей и гостей столицы с достопримечательностями народа Кавказа, содействовать взаимному обогащению культур и гармонизации межнациональных отношений в столице. С праздником, дорогие друзья! Мира вам и процветания! Спасибо большое. Спасибо за высокую оценку нашей деятельности. И мы благодарны Москве, что она позволяет нашей молодежи, дает возможность нашей молодежи получить качественное высшее образование. Спасибо большое. Аплодисменты, уважаемые зрители. Рустам, вот мне интересно, а ты английский знаешь? Ну, из классики я знаю, что London is the capital Great Britain, а из актуального Yankee go home. А вот если бы твой словарный запас был шире, ты бы мог составить дуэт с нашей следующей исполнительницей. Но поскольку твой запас равен примерно моему, то ты составляешь мне дуэт.
Мы приглашаем на сцену нашу карачаево-балкарскую Бейонсе, выпускницу этого года, уже бывшую студентку ГИТИСа, сотрудницу Эльбрусоида, девушку с дивным голосом и невероятной сценической харизмой. Встречайте на сцене Камиля. I wanna leave my footprints on the sands of time. No, there was something that I left behind. When I leave this world, I leave no regrets. There's something to remember, so they won't forget I was here. I lived, I loved, I was here. I did, I've done everything that I wanted, and it was more than I thought it would be. I will leave my mark so everyone will know I was here. I wanna say I live each day until I die. You know that I've been something in somebody's life. The hearts I have touched will be the proof that I leave, that I made a difference, and this world will see I was here. I lived, I loved, I was here. I did, I've done everything that I wanted, and it was more than I thought it would be. I will leave my mark so everyone will know I was here. I lived, I loved, I was here. I did, I've done everything that I wanted, and it was more than I thought it would be. I will leave my mark so everyone will know I was here. I just want them to know that I gave my all, did my best, brought some happiness. Let this world live better just because I was here. I was here. I lived, I loved, I was here. I did, I've done everything that I wanted, and it was more than I thought it would be. I will leave my mark so everyone will know I was here. I lived, I was here. I did, I was here. I lived, I was here. I did, I've done, I was here. Из Карачаево-Балкарского дома нельзя уйти с пустыми руками. Это опасно для жизни, особенно для хозяев дома. Шучу. Рустам, я переведу твой английский для наших зрителей. Мы приглашаем для торжественного вручения медалей и подарка выпускникам на сцену члена Общественной палаты Российской Федерации, члена Президиума Российского конгресса народа Кавказа, доктора культурологии Лермонтова Михаила Юрьевича. И председателя Общегосударственного общественного движения Всероссийский межнациональный союз
молодежи, член Московского штаба Общероссийского народного фронта, кандидат экономических наук Хуртаев Кантемир Исхакович. Ваши аплодисменты, уважаемые зрители. С праздником. С праздником, дорогие друзья, потому что то, что сегодня происходит, это наше напутствие, наш наказ этим прекрасным молодым людям. И мне хотелось бы сказать, что фонд Эльбрусоид – это та организация, которая вместе с дипломом, вместе с аттестатом об окончании обучения выдает аттестат зрелости. Аттестат зрелости человеку, который сам себе это высокое звание должен получить от самого себя. Поэтому я вам желаю одного. Сделайте себя тем великим предназначением, которое природа нам всем даровала. Сделайте себя человеком. Дайте себе всю радость бытия, которая нас окружает и которая предназначена самим Создателем. Кавказ – это то место, в котором создавались самые великие откровения наших соотечественников. Лермонтов и Кавказ. Кавказ и Лермонтов – это две величины соизмеримые, и в этой соразмерности вы можете найти и себя. Желаю вам быть твердыми в этой уверенности, и прежде чем завоевывать этот мир, завоюйте самого себя. С праздником! Благодарю вас за ваши теплые слова. Ассаламу алейкум, добрый день, уважаемые друзья, дорогие гости. Для меня большая честь, меня удостоили чести выступать сегодня перед выпускниками московских вузов и перед вами. Поэтому на самом деле я немножко волнуюсь, но хотел бы со своей стороны тоже сделать некие пожелания нашим выпускникам. Все вы получили уникальные стартовые возможности, вы выпускники ведущих лучших вузов нашей страны, вузов города Москвы, и в силу этого у вас уже имеется определенный стартовый капитал и стартовый багаж. Я хочу сказать, что если вы будете ставить перед собой самые амбициозные цели, сегодня нет ничего невозможного, век информационного общества, век глобализации. Если вы не будете отрываться от своих корней и всегда неустанно идти к своим целям, то вас ждет успех. А я практически уверен, что каждый из вас добьется серьезных результатов в этой жизни, но для каждого серьезный результат, он имеет свое определенное воплощение. Поэтому хочу пожелать, чтобы вы всегда были открыты к окружающему миру, к окружающей действительности, ставили перед собой грандиозные глобальные цели и что бы ни происходило, неустанно шли к этим целям, и вас ждет успех. Ну, на этом, наверное, все. Жолугуз жетишимли жарык болсун. Сау болуңуз. Ну а теперь Михаил Юрьевич, Кантемир Исхакович, мы вас попросим, вот наши ребята вам помогут вручить ценные призы и подарки нашим выпускникам. А мы поможем. А начнем мы с тех, кому чуть-чуть меньше повезло, тех, кто получил синие дипломы. Московский государственный университет имени Ломоносова. Борлаков Артур. Титуева Джамиля. Байрамкулова Люаза. Аплодисменты. Для наших выпускников этот момент очень волнительный, очень важный в их жизни. Не скупитесь. А Российский государственный социальный университет. Гимуева Медина. Российский экономический университет имени Плеханова. Имангулова Джамиля. Башлаева Фатима. Болатова Тамара. Рахаева Зульфия. Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина.
Гузиев Расул. Омаров Амир. Динаев Мухаммед. Гузоев Али. Хубиев Навруз. Московский государственный юридический университет имени Кутафина. Богатырева Фарида. Гапоева Фарида. Узденов Магомед. Салпагаров Рамазан. Байдаева Марзият. Московский государственный строительный университет. Жангоразов Мурат. Глашев Азнор. Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Нагеров Куанч. Боташев Альберт. Балаев Аслан. А вот и поддержка, собственно. Кулиев Азрет. Лайпанова Фарида. Берберов Азамат. Сарбашева Асият. Кечерукова Фарида. Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова Саркитов Рамазан. Бутаев Солтан. Татаркулов Анзор. Эркенов Рамазан. Тамбиев Мухтар. Бытаев Мурат. Тибуева Алина. Ижаев Рамазан. Высшая школа экономики. Османова Марьям. Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации. Курджиева Камила. Московский государственный текстильный университет имени Косыгина. Хуламханов Куанч. Хуламханов Исхак. Салпагаров Расул. Айбазов Абу Юсуф. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Узденов Нурсултан. Московский авиационный институт. Томахов Александр. Российский университет дружбы народов. Байрамуков Ансар. Салпагаров Алишер. Авдуева Милана. Базиева Джамиля. Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Боташева Лейла. Байрамкулова Нурджан. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Малсугенова Зухра. Московский государственный машиностроительный университет. Утибалиев Рамис. Эрикенов Заур. Государственный университет управления. Дудов Дуда. Созаев Эльдар. Московский государственный институт индустрии и туризма. Жангуразова Саида. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Ижаев Суслан. Мамаев Рустам. Московский государственный технический университет имени Баумана. Газиев Азрет. Газиев Алим.
Семенов Дахир. Аплодисменты. Джатоев Асхат. Московский государственный педагогический университет. Кульчаева Марьяна. Московский государственный университет технологий и управления имени Разумовского. Хаджиева Мюлек. Московский государственный технологический университет Станкин. Бостанов Рамазан. Московский институт электронной техники. Дудов Шамиль. Академия государственной противопожарной службы МЧС России. Каракетов Арсен. Московский университет государственного управления. Хыбыртова Амина. Байдаева Марзият. Академия труда и социальных отношений. Кулиева Зухра. Московский физико-технический институт. Лепшокова Светлана. Государственный университет по землеустройству. Токова Халимат. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Ижаев Сослан. Мамаев Рустам. Национальный исследовательский Московский государственный университет индустрии и туризма. Эльмезова Азиза. Московский университет имени Витте. Бабоев Аслан. Пятигорская государственная фармацевтическая академия. Эльканова Зухра. Национальный исследовательский технологический университет МИСИС. Кущетерова Зухра. Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева. Аджиев Ислам. Тверская государственная сельскохозяйственная академия. Узденов Аслан. Московский государственный университет геодезии и картографии. Джамбаева Асият. Московский архитектурный институт. Ионова Саньят. Современная гуманитарная академия. Османова Амина. На этом у нас список обладателей синих дипломов закончился. Если мы вдруг кого забыли, можете сказать прямо сейчас. Или, как говорят, принято говорить или молчать. Итак, мы переходим к нашим красным дипломам. Приготовили красные медали. Московский государственный университет имени Ломоносова. Касымов Расул, кандидат юридических наук. Российский университет театрального искусства ГИТИС. Бойченко Алла. Мы еще раз похвастаемся. Это наша коллега, это наша сотрудница. Московский государственный юридический университет имени Кутафина. Этезова Танзиля. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Байрамкулов Хызыр Ильяс. Халкечева Эльвира. Гижгиева Лейля. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Байрамкулова Дарина. Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Кипкеев Таулан. Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина. Акбаев Аслан. Жанмуразов Малик. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Батырбекова Фатима. Карабашева Мадина. Московский государственный медико-стоматологический университет имени... сейчас не вспомню, чего имени. Джириков Руслан. Российский университет дружбы народов. Геккиева Джамиля.
Северо-Кавказский институт искусства Атмурзаева Аминат. Государственный университет управления Боташева Зинхара. Московский государственный университет дизайна и технологий Эркенов Аслан. Национальный исследовательский технологический университет МИСИС Гириева Динара. Московский городской педагогический университет Акбаев Аслан. Государственный университет по землеустройству Аджиев Радмир. Московский государственный горный университет Гириева Любовь. Московский государственный университет технологий и управления имени Разумовского Хаджиева Марьям. И снова Московский городской педагогический университет Ижаева Фарида. Рустам, все? Вроде бы все. Ну что ж, еще раз аплодисменты и погромче фанфары. Они заслужили этого. Михаил Юрьевич Кантемир, большое спасибо за то, что вы удостоили честью наших выпускников и, собственно, фонд Эльбрусоид. Аплодисменты. Выпускники в качестве ответа могут не только красиво сказать, но и красиво спеть. Красиво спеть – это, конечно, про Зухру Кабардокову. На сцене выпускница музыкальной академии имени Гнесиных Зухра Кабардокова с песней «Памяти Карузо». Аплодисменты. Qui dove il mare luccica e dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai, è una catena ormai, che scioglie sangue di te bene assai. Vide le luci in mezzo al mare, pensò alla notte là in America, ma erano solo le lampare e la mia cascia d'un'elica. Sentì il dolore nella musica e si alzò dal piano forte, ma quando vide uscire la luna da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guarda negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. E voglio bene assai, tu ma tanto bene assai, è una catena ormai, che scioglie sangue di te bene assai.
Спасибо огромное. Аплодисменты нашей выпускницы Академии имени Гнесиных Зухре Кабардоковой. Когда мы перечисляли наших выпускников, как-то так вот остался за кадром наш активист из Ставрополя. Студент Северокавказского федерального университета Марат Тикеев. Аплодисменты. В карачаево-балкарских танцах исконно мужчина уподобляется орлу, а девушка – нежные лебеди. Есть в этом сочетании некий диссонанс. Ты не находишь, Хафиза? Орел и лебедь как бы не пара. Совершенно не кажется, на таких лебедей, как наши, засмотрятся все. И орлы, и медведи, и весь, собственно, остальной животный мир. Животный мир? Ну, что ты цепляешься к метафорам? Я просто хочу объявить наших воспитанниц студии танца «Эльбрусоид» с девичьим танцем. Художественный руководитель Альберт Султанов, концертмейстер Лариса Казакова. Ваши бурные аплодисменты!
нас сегодня в гостях представители многих народов, руководители национальных общественных организаций. Это и азербайджанцы, адыги, абхазы, осетины, буряты, лезгины, лакцы, горские евреи. Аварцы, кумыки, грузины, крымские татары, нагайцы, ну и, конечно, русские. Приглашаем на сцену председателя Совета старейшин Московской черкесской диаспоры Аргибова Юрия Юсуфовича. Также торгового представителя Республики Абхазия в Российской Федерации Барцец Олега Мсасовича. Члена Президиума Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, председателя Общества бурятской культуры Уряял Дугарова Батора Дугаровича. Ваши аплодисменты, уважаемые зрители. Я что хотел сказать. Я восхищаюсь эльбрусоидом. Я восхищаюсь Али Татаркуловым. Это уникальный человек, интеллигентный, интеллектуальный. Я все мечтаю, когда он будет депутатом Государственной Думы. Я все мечтаю, когда он будет еще в высших эталонах, это будет объективно. Тут много республик, чтобы никого не обидеть, я благодарен. Я являюсь заслуженным деятелем науки Карачаево-Черкесской республики, Кабардино-Балкарской республики, республики Адыгеи и республики Ингушетии. А то скажут, как же так, одни назвали. Я о чем сожалею, дорогой Али, где наш замечательный, это то, что я называл, это одни понты. То ли дело, если бы вы сказали бы, вот выступает Али Татаркулов, наш олигарх, это какое было бы потрясающее, какие аплодисменты. Дорогой Али, у меня просьба тебе по-братски. Одна такая. Вот есть, я являюсь председателем Совета старейшин черкесской диаспоры, хотя по национальности абазин, но когда родители мои в молодом возрасте умерли, меня с самого детства воспитала Черкешенко по фамилии Карачаева. Поэтому у меня Знаковое теплая совпадение. такая. Дорогие выпускники, вы знаете, я работаю преподавателем почти 50 лет. Я Аллаха боюсь, клянусь вам, я никогда не поставил ни одной двойки. Вот, вам слово даю. И у меня только два таких, я сегодня говорил, по телевидению покажут по выпускникам, два великих, вот примера двух великих людей. Бальзак говорил так: если бы построить дом счастья, то самым большим в нем был бы зал ожидания. Я молю Бога, Аллаха прошу, чтобы вы не сидели в этом большом зале ожидания, чтобы карьера у вас была успешной и не затянулась. И второе. Великий русский писатель Достоевский говорил так: счастье – это дело судьбы, ума и трудолюбия. Ум у вас прекрасный, трудолюбие великолепное. Я опять также прошу Аллаха, Бога,
чтобы судьба была к вам благосклонна. Счастья вам, здоровья. Спасибо. Благодарим вас за столь приятные и теплые слова. Дорогие выпускники, дорогие почетные гости, дорогие соотечественники, именно так хочу к вам обратиться. Хочу поприветствовать всех вас, поблагодарить Али Хасановича Татаркулова за приглашение. Очень рад быть сегодня здесь, видеть много замечательных юных молодых лиц. Хочу пожелать вам широкой, прямой, успешной дороги в этой жизни. Уверен, что те знания, которые вы получили, те напутствия, которые вы получаете от своих старших, те здоровые амбиции, которые в вас есть, они позволят вам чувствовать себя достойно, уверенно, спокойно в этой высококонкурентной среде сегодняшней. И убежден, что вы будете полезными для своего народа, для своего Кавказа родного, для России. Искренне вас поздравляю и хочу поблагодарить еще раз господина Татаркулова, впечатлен той деятельностью, которая ведется фондом Эльбрусоид, которая ведется Российским конгрессом народов Кавказа. Мне, как абхазу, Абхазия – это часть, безусловно, неотъемлемая часть северокавказского, культурного, этнического, ментального пространства. Очень приятно и радостно видеть ту большую работу, которую вы все вместе проводите под руководством главы Российского конгресса народов Кавказа. Еще раз спасибо за приглашение, удачи, успехов, крепкого здоровья, новых свершений. Всех благ. Олег Сасович, большое спасибо за столь мотивирующее выступление. Дорогие друзья, позвольте мне от имени Бурятского землячества города Москвы передать вам дружеский привет и сказать, что я уже 4-й раз на таком празднике, когда чествуют выпускников, и наказы, и напутствия, прекрасно, уже стало традицией. И, конечно, здесь уже много говорилось о моем друге Али Хасановиче Татаркулове, который Эльбрусоид, имеет хорошую футбольную команду. Я, как руководитель комиссии по спорту среди национальностей города Москвы, знаю прекрасных борцов. И будь то фестиваль традиционных видов борьбы народов России, или вот 3-я спартакиада национально-культурных объединений города Москвы, которая состоялась совершенно 6 июня, и спонсором выступил опять Татаркулов Али Хасанович, поддержал, и я передаю вот такую, значит, грамоту от Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма. Так? А желаю всем выпускникам, в первую очередь, по-бурятски белые дороги, чтобы все у них получалось, и чтобы они нашли в жизни счастье, и чтобы работу хорошую нашли, и все делали для процветания не только своей исторической родины, но нашей родины России. Спасибо. Благодарим вас, Батор Дугарович. Спасибо большое нашим гостям за добрые, теплые слова. Аплодисменты, уважаемые зрители. Уважаемые друзья, в холле традиционно располагаются ящики для сбора средств в благотворительных целях. В нашем конкретном случае речь идет о Тимударе Джуртубаеве, который сейчас находится на лечении в Санкт-Петербурге и в связи с тяжелым диагнозом раком лимфосистемы нуждается в дорогостоящих препаратах регулярно. Цена лекарства запредельно дорога, около 4000 евро за упаковку. Но каждая упаковка – шанс выжить. Давайте вместе поможем нашему земляку по мере своих возможностей. И если каждый из нас откликнется самым малым сегодня, то это уже будет большим шагом вперед на пути к выздоровлению Тимудара. Как звучит пословица «Тама-тама көл болур». 2015 год – юбилейный год Великой Победы. 70 лет со дня окончательного свержения штандартов фашистской чумы. 70 лет со дня отвоеванной потом и кровью независимости. Независимость далась многонациональному советскому народу очень дорого.
6 миллионов 800 тысяч погибших солдат, 4 миллиона 400 тысяч пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной. С гражданским населением потери Советского Союза составили 26 миллионов 600 тысяч человек. Ни одна страна не заплатила такую высокую цену за победу. Эхо войны затронуло каждую семью, каждого народа, нашего огромного государства. Карачаево-балкарцы в этом деле не стали исключением. Фонд Эльбрусойт в преддверии этого праздника запустил проект «70 подвигов сыновей и дочерей Карачаево-балкарского народа». На протяжении 70 дней, вплоть до 9 мая, на сайте фонда и его официальных страницах в социальных сетях публиковалась по одной истории, повествующей о подвигах наших земляков, из которых складывалась сама Великая Победа. Истории всех героев невозможно было уместить в рамки этого проекта, и мы решили продолжать его до конца всего юбилейного года. К 70-летней годовщине со Дня Победы также приурочены выпуски видеороликов о карачаево-балкарских героях, удостоенных высшей награды Советского Союза. Представляем вашему вниманию видеосюжет о первом карачаево-балкарском герое Советского Союза Алиме Байсултанове, о Соколе, Соколе Балтики. Все внимание на экран. Они сражались за родину. Байсултанов Алим Юсуфович, Сокол Балтики. Алим Байсултанов родился в селении Яникой в 1919 году. В 1937 году окончил педагогический техникум и аэроклуб в Нальчике. В том же году был призван на службу в ВМФ. В 1939 году окончил Ейское военно-морское авиационное училище летчиков. В 1939-1940 годах принимал участие в Советско-финской войне. С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт. Воевал в составе 13-го истребительного авиаполка ВВС КВФ из наградного листа. 277 раз поднимал в воздух на разгром врага свой самолет товарищ Байсултанов. И где бы он ни появлялся, то ли над Ханкой и Таллином, то ли над Ленинградом, везде фашисты чувствуют на своей спине мощь беспощадного удара отважного летчика Байсултанова. За время Великой Отечественной войны товарищ Байсултанов в 45 воздушных боях уничтожил 19 самолетов. Из них самостоятельно 4, в группе с товарищами 13 и 2 на земле при штурмовке вражеского аэродрома. 64 раза вылетал на штурмовку войск и техники противника. Вылетая 27 раз на разведку, он всегда приносил ценные сведения о противнике. За личную храбрость заместителю командира эскадрильи 4-го гвардейского истребительного авиаполка ВВС Краснознаменного Балтийского флота гвардии капитану Алиму Байсултанову 23 октября 1942 года было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В самые тяжелые дни 1943 года фронтовая листовка Главного политического управления военно-морских сил начиналась с таким призывом: «Товарищи летчики, будьте храбры, дерзки и изобретательны в бою, как Байсултанов». В упорной борьбе за Ленинград Алим Байсултанов бил врага, мастерски применяя военную хитрость и обходной маневр, но чаще всего свой любимый грозный лобовой удар. Отважный летчик погиб в воздушном бою при сопровождении штурмовки на остров Сиксар в Финском заливе. Алиму Байсултанову было 24 года. Вечная слава героям! Победа будет за нами! Спасибо, уважаемые зрители. На самом деле, несмотря на то, что вот лично за себя скажу, который раз смотрю этот ролик, но, как говорится, мурашки не оставляют все так же, эмоции все те же. Аплодисменты. Песню на стихи этого великого варца знают и поют сотни миллионов людей. Мне кажется порою, что джигиты с кровавых не пришедшие полей в могилах братских не были зарыты, а превратились в белых журавлей. Именно так звучал первоначальный вариант стихотворения Расула Гамзатова «Журавли». Однако Марку Бернесу оно настолько понравилось, что он, связавшись с автором и переводчиком, попросил заменить слово «джигиты» на «солдаты», вместе с другими небольшими изменениями. Это как бы расширило адрес песни, придало ей общечеловеческое звучание, писал сам Расул Гамзатов позже. Встречайте!
На сцене студенты Московского государственного университета культуры и искусств Султан Бозиев, Лейла Хапаева и Ася Жабоева с песней «Журавли». Ваши аплодисменты. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то и превратились в белых журавлей. Парадоксально, что на этой войне случались удивительные и даже комичные истории. Рассказывал как-то ветеран войны Боташев Эреджеп Батаевич. Однажды, возвращаясь с важной депешей в свою часть, он наткнулся на артиллерийский расчет, где отбивался один оставшийся в живых, но раненый боец. Эреджеп остановился, чтобы помочь. Однако времени было в обрез, и в ответ на просьбу остаться с артиллеристом ответил отказом. На что в спину услышал те слова, что делают любой язык великим и могучим. Попросту говоря, крепкое словцо. Причем словцо-то было на карачаево-балкарском языке. Наш герой от радости встречи с земляком ответил ему не менее крепким словцом на таком же чистейшем родном. Но и это еще не все. Спустя 30 лет после победы на одном из семейных мероприятий Эреджеп наткнулся на пожилого старика, который, пересказав эту историю, сетовал, что не спросил хотя бы имени того солдата.
Так они встретились во второй раз. Харун Богатырев был дважды представлен к званию Героя Советского Союза. Второе ходатайство не было удовлетворено по причине национальной принадлежности. Всадник в броне. Харун Богатырев. Внимание на экран. Они сражались за Родину. Герой Советского Союза Богатырев Харун Умарович, всадник в броне. Богатырев Харун родился 15 сентября 1907 года в Карачаевском ауле Джигута. Успешно окончил в 1925 году советскую партийную школу в Баталпашинске, ныне город Черкесск. В 1931-м рабочий факультет в городе Иванове. В 1932 году с отличием Орловское бронетанковое училище. С 1938 по 1941 год он одновременно служит и учится на вечернем отделении бронетанковой академии и оканчивает ее по первому разряду. День окончания академии для командира танковой роты капитана Харуна Богатырева совпал с началом Великой Отечественной войны. В 1943 году особое значение приобрело киевское направление фронта. Гвардейская танковая бригада, заместителем командира которой был гвардии-майор Харун Богатырев, заняла город Переяслав-Хмельницкий. 18 сентября ночью Богатырев во главе мотострелкового батальона переплыл через Днепр. Внезапность нападения на гитлеровцев помогла занять село Григоровка и создать там Бухринский плацдарм для дальнейшего наступления. А 15 ноября 1943 года о всаднике в броне Харуне Богатыреве рассказала газета «Правда». Через 2 дня, 17 ноября, группе воинов Первого Украинского фронта, в том числе Богатыреву, было присвоено звание Героя Советского Союза. 5 ноября 1943 года, во время боев за Киев, глубокой ночью бригада под командованием Харуна разгромила танковую бригаду противника на западной окраине и вошла в город. Рано утром Киев был освобожден. И бригада, преследуя противника, двинулась на Житомир, уничтожила большое количество вражеских танков. За участие в этих боях маршал Рыбалко вторично представил Харуна к званию Героя Советского Союза. Но это представление осталось только на бумаге. Вечная слава героям! Победа будет за нами! Трудно представить, что творится в сердце матери, проводившей сына в неизвестную даль, навстречу огню и пулям. Что творится в сердце матери, которая вовсе и не дождалась своего сына? На сцене Тенгиз Габаев с песней «Анам Саклама». «Мама, не жди». Oy anam Halil, sen meni alınma, göz kakmay karağanlı, az mı buldu yüreğin inanmay, tas bolğanıma oğurlu betin былай saz mı buldu? Anam harip yolga boş qarab durma, kirüge göremese keç olğandı. Yüreğinde aşkın umutla kurma, yaşın uruştan kaytmay kalgandı.
Seni tansıqlay toratımdan düşmek. Anam uruşda bek susam boldum de halal kolundan ayran alıp içmek. Oh seni analarına sanavçu köptekni vuruştan kaytkan olmazlar. Sabır kolundalar sıla uçu başıma ok digenin alaytkan olmazlar. Eren içi alaydı canım, anı kabırı elinde bolmaydı. Ata jurtuna korku düşse anam, ol kanın canında artqa salmaydı. Yürüge anam, keç molgan keresi, endi manna kurmanlıkla atama. Endi manna otur jasabın etesi, belgisiz kabırlarda yatamam. К сожалению, и по сей день ни один из народов не сможет достоверно и поименно перечислить имена всех тех, чьи ежедневные свершения стали очередной ступенью на крутом пути к великой победе. Героические поступки сотен и тысяч людей, кто однажды, уйдя на войну, не вернулся назад, остались безвестными. Но великое дело безымянных солдат, юношей и девушек осталось навсегда в истории. Этот праздник нам с вами подарили они. Эта победа дала возможность сегодняшним выпускникам получать поздравления в этом зале, радоваться жизни, любить, улыбаться, смеяться, в том числе приходить на мероприятия и праздники Эльбрусоида. Ну а теперь вернемся к нашему празднику. Қонақларыбызға сый да сөз да бердік. Энди кесібізні белгілі айтылған адамларыбызны бұл сахнаға чақырырға izleybiz. En birinci sözünü fizika, matematika hem de химия ilmularını doktoruna, Halköçləni Kemalға sүйіп беребіз. Дағы да Түркиядан бек бағалы, бек сүйген қонағыбызны Қарачай Малқарбла түрклені арасында дипломатик байламлықны бірінші құраған. Қарачай Черкесемді Қабарты Малқар Крал университетіні доктору бла профессору, Түркияны премьер-министрін түрк тілі миллетлені үсіблі болышлықчусын Хуриет Ирсойну. Қарачай атыбла айтсақ, Маршанкулланы Айжаяқны чақырабыз. Hem de sahnaға Türkiye'den baş üyük elden kelgen yaşlanı çakırabız. Emre Bla Erinç Malkandu, Vakti Bilgiç hem de Semi Caba. Харсырыбыз, алалла. Бағалы жамағат, сыйлы егеçlerim, kardeşlerim. Barğızga Türkiye'den isti selam alıp kelgenme. Barğızını kaç eteme. Bek süyeme barğızını da. Bulayda bolğanım üçün de pek kuvanıp duramam. Bir kesek art alay cırlağanlarında cılarım da geldi. Alay bolsa da umutum
Caş Tölü'nden Begullu'du. Külturaların tas etmegenlerin keskizni, kala ilgi tutkanınızını körüp kuvanama canımda Türkiye'den konakla var. Alaya aytadı. Siz bizden esegi tuta köreme bunda kültür ağzındaydı. Hacer Hanım. Alay etip, o da eskerip bek bir süre vete. Ana tili oy östüret. Ana sütü boy östüret. Tilgizni uçuz etmey, ana tilimizni bağalandırıp, Moskova'da ma bu ete turganığızını mağanası Begullu'du. Bu artçıllada bunu mağanasın kesigiz körlüksüz, anlarıksız. Bu işini etken adamlara men birinci razılığımı aytırga izleyime. Bu ulu işte gitçe iş tüldü, cüregi bile etileri geçti bu. Kuru açığa da jetmeydi bu işke. Birincisi bilim, cürek, açığa bolga gerekti bu. Törtüncü de tört ayağı bolatta bu misyonlu, vizyonlu medya. Endi siz ullu baş film aldınız. Bundan darı eltirge gereksiz. Bizde belgili Nazmuçu vardı. Anı siz bilesiz kabri mundat. Nazım Hikmet deyle. Olala yetat. Men anamdan atamdan alga tuvarık balamdan artkama deydi. Onun için siz bunu alcılada körlüksüz mağanasını, ullu mağanası var bu saatte. Bu bayraklı siz eltiriksiz. Cügügüz avurdu. Kartlağa siz hürmet eteriksiz, sabilerini siz yetiştiriksiz, milletini siz koruruksuz. Jol da kesine, su da kesine jol etette bir kesek bu saatte Allah zamanı kızdı. Bu 2000 yıllarda bir adamga bir iş jetmeydi, bir okuv jetmeydi. Ekini üçünü eterge gereksiz. 2-3 türlü bilimigiz, bolumuguz bolga gerekti. Alda barır üçün, hamanda orun tabar üçün. Soyuz zamanda 89. yılda ben gördüm. O zatta tınçegiz. Anı degilikleri köbedi. Bilimge açka yok, sağlıkka açka yok. Andan ulu gilik kayda. Bu saatte valay tülkte barına kesigiz küç salırga gereksiz. Anı sebepli bulayda baş bilim alganığızını mağanası Begullu'du. Kesigiz bundan arıda Allah aysa İki cerlede bolluksuz, misyonunuz da belgili, vizyonunuz da boldu. O 89. yılda birinci eşik açılat Rusya ile Türkiye'nin ortasında. Sarp degen yer var Trabzon'da, Türkiye'de, Gürcistan bula, çegara. Biz beri bullay bir fond kurayız, kesimiz Kafkaslı fondu de. 20 adam kele biz Kafkasyan aylanırga. Barın aylanıp çıkabız, munda gençlerimiz, karnaşlarımız, bizni kucaklaydılar, sıy berediler. Men kuvanıp kayıtıp gazette 10 günü yazgan eteme. Cazunatı, Hürriyet kızını Kafkasya tüşü de. Sonra ikinciye, üçüncüye kelime köp kesimizin adamlarımızdan alıp gelip munda tukumların taptırama, cuğukların taptırama. O saatte Dombay'da kartla bizge bulay algış ettiler. İki kralda da tınçlık bolsun, ortabı su jol bolsun, barıp keleyik birbirimizge, köpürlerimiz köp bolsun deyip algış ettiler. Ma bugün biz onu közümüz bile körüp, kolumuz bile tutabız. Sonra o gazetke yazgamdan sonra beni Türkiye'nin Premier Ministri Süleyman Demirel o zaman da çağırdı beni. Alaylarını da biliysen, tilini de biliysen, sen bana Sovyetnik olup cumuş et deydi. Bolsun açığa da izlemem deyim ben. Sonra bir yılını barıp kelem İstanbul'dan arı, en jetmeydi deydi. Canını alat dağıdan. Kafkasya bula birinci diplomatik bayramlıkını jürütebiz. O zaman Hubiyev var edim, bunda Karaçay'ın prezidenti. Mekanı cennet bolsun.
Kültürel Minister Sultan Temirov menge boluştular. Biz de gavur kelişim casadık. Bundan arı köp sabileni eltip okuturga Allah nasip verdi. Anı burada kalmayayım ben bu Orta Asya'ya varıp geldim Kazakistan'da. Hoca Ahmet Yesevi'nin adında üniversite kuradık. Bütün Türk dilli milletlerden dünyadan alayga öğrenci, studentçiydik. Kafkas'dan da vardı, başka yerlerden de geldi. İkincisini Kırgızistan'da Manas'ını kuradık. Bu krallığın ortasında kurulgan üniversite. Diplomasında problem olmaydı. En dolu da cürüp baraydı. Allah haysa kesibizin de olayda bir üniversite biz olur, bu fontnatı bula. Allah'ını bir amin degen zamanı olur, bulayda aksakallardan da Allah haysa kabul olur. En de Allah bir zamanımızda Allah ol nasipini versin. Kelibol Üniversitede de okugan sabilerini körübüz Allah haysa. Beni bugün etken bu işimi manası ana tilim sebepliydi. Başka tillerini de bileme, İngilizce de bileme, başka tilde bileme. Dünyada aylangan yerimde en köp ana tilimden adam tabama, tatuvalama, mağanalı işlerimi en köp ben bu tilim bile eteme. Sağ olunuz. Nadia bana bir saat söyleşirge bolluk da gen Nadia. 5 minutum oldu mu? Kolun bir kögüz. Sonra aytayım. Kazım Meçi alay etet. Arı sözünü bıçak kesmez deydi. Arı sözde avru çok deydi. Arı sözlü bolluğuz hemen. Anı ustazı Hoca Ahmet Yesevi. Ol da bulay etet. Adam zatını bavrum dep süy. Adamını rencitme, incitme, açıtma. Sözünü yumuşak ait. Er kişi tişiru her yerde birge bolsun. Kesigizni, hakkınızını kesigiz işlep kazanığız deydi. İşlemeye catıp bolmaydı deydi. Dağı da ol yoldan yürügen Yunus Emre dey biz. Türkiye'nin alay Kazım Meçici adamlarımızdan olalay aytadı. Caratılganlı süy caratkandan ötürü deydi. Allah caratkan üçün her kimli de süy. Alga kesini süyerikse. Sonra birin süymegen milletini başka milletle de süymeydile. Birbirimizini süyerik biz, ala da bizge suklanıp kararıktılar. Sağ olunuz beni tınlağınız için. Allah sizge bakıt versin, güç versin, yolunuz açık olsun. Sağ olunuz, bağalaya geçiriz Ayca'ya. Ассаламу алейкум, мағлумдар. В перерыве, когда мы проходили, Али Татаркулов ко мне подошел и сказал такую фразу: «Я тебя внес в черный список». Я вначале не понял, почему он так сказал, но теперь я понял, когда я вышел сюда. После таких больших ораторов, которые выступили до меня, мне очень трудно выступить. Единственное, что я могу хорошее сделать для вас всех, это сократить то время, которое мне уделили. Я изнутри все-таки знаю, что такое образование, и знаю, какие трудности испытали наши выпускники во время учебы, в самое нелегкое время, которое сейчас перетерпевает как Академия наук, в главном здании, в котором мы сейчас находимся, так и высшее образование. Но тем не менее, после вот этих всех выступлений, я понял, что надежда у нас есть, наука и образование не умрут. И еще одна вещь после выступления Аксакала, вот председатель Черкесского общества выступил и сказал такую интересную фразу, которая очень хорошо вписывается в 12-й год юбилея Эльбрусоида.
А именно, ровно 12 лет нужно по восточной философии усвоить мантру, что Али Татаркулов своей жизнью, своим авторитетом, своим интеллектом, который он демонстрирует постоянно на телевидении, а я за этим слежу, достоин большего. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Кемал Владимирович. Кемал Владимирович действительно преподаватель с большим стажем, и те, кто, по воле случая не может попасть на его лекции в том университете, где он работает, может прийти в гости в Эльбрусойд и попасть на наши встречи с ним. Спасибо. Assalamu alaikum bağlı cemaat. İngiliz aşkı olsun. Sizge Türkiye'den, Başüyükel'den, Caşagan kardeşlerimizden, egeçlerimizden, tamatalarımızdan ulus salam keldirdim. Bu kıvançlarını bizgece çatkan birinci Ali Tatartukulu Elbrussoyt'te cumuş etken savlay cumuşçulağa da sağ olsunlar. Bullay günleri biz köp olsun, İngiliz aşkı olsun, sağ olunuz. Emre Begullu sağ olunuz. Алайда бір жылтырауық затыны көреме, қыз башымнан жараттым мен уже. Endi Elbrussoyt'un tamatası Ali Tatarkulov'unu savga berige sahnaga çağırsak, ayıp etme bizne. Ali Хасанович. Сау болыңыз, Аллах разы болсын, Аллах шүгірні көп етсін. Мен аңлағанға кере, бұл былай жылтырағалығына Құран дечі, Аллах барымызда түз жолға салсын. Мы буквально, месяца еще не прошло, были приглашены, ездили в Турцию на землячество нашей диаспоры, как раз Башуюк в городе Кония. Там собралось порядка 2500–3000 тысяч человек. Приехали из других городов и сел, наши карачаево-балкарские диаспора отовсюду приехали. Было мероприятие не хуже, если не лучше этого. И вот с ответным визитом приехали наши земляки. Хочу сказать, я на дне рождения Эльбрусойда говорил, что живут хорошо, чувствуют себя нормально, как говорится. Есть и ученые, и военные, и артисты, и бизнесмены, и интеллигенция. В общем, карачаево-балкарская диаспора в Турции достойно представляет наш народ. И я тогда передавал всем привет, но так как они сейчас здесь, я не буду этого делать, они сами передали. А так как сказала Айджаяк, да, на самом деле было закрытое общество, и сейчас все открыто. Они к нам приезжают, мы к ним. Вы всегда можете поехать в Турцию и чувствовать себя как дома, потому что там несколько факторов. Во-первых, это вообще тюркская страна, и вы когда приходите, вам не надо знать ни английский, ни немецкий. Вы можете на родном языке поговорить и дать понять, что вы хотите. Потом, в принципе, это мусульманская страна, и поэтому ценности тоже схожие. Ну и самое главное, там живет наша диаспора, которая всегда встретит, всегда поможет. Поэтому мы любим ездить туда, но и любим приглашать. Как сказала Айджаяк, мы будем строить мосты. Сейчас как раз Эрдоган и Путин увязывают, скажем, стратегический союз. Мы строим турецкий поток, и
нам, кавказцам, в частности карачаево-балкарцам, есть над чем работать в деле сближения двух стратегических стран, которые могут, в общем-то, сделать погоду в этом мире. Имейте это в виду. Аллах разы болсын, Аллах уллу жолну, келгенсізда ұзақ жолну. Аллах жолуңызды ұзақ етсін, қайыр барсаңызда Аллах болушсын. Келе тұрыңыз, біз де баррықпыз, сіз де келіңіз. Ызыңызға қайтсаңыз, анда да бізден барымыздан да уллу салам айтыңыз. Аллах күшігіздің көп етсін, сау болыңыз. Sağ болуңыз, сыйлы болуңыз, бағалы қонақлар. Аллах айтқан сөздеріңізді қабыл етсін, бір-бірізден айырмасын. Түркияда да Кавказда жашаған Карачаево-Балкар миллетіне. Чуть ранее мы упоминали, что нам довелось уже проводить мероприятия в Российской академии наук. А речь идет о международной конференции «Этногенез. История, язык и культура Карачаево-Балкарского народа». На протяжении 5 дней ученые из разных стран мира и регионов России обсуждали вопросы, обозначенные в теме конференции и не только. А чтобы узнать о прошедшем мероприятии подробнее, просим ваше внимание на экран. В истории карачаево-балкарцев имеется огромное количество белых пятен, которые в том числе являются результатом насильственной депортации народов в Среднюю Азию с последующим уничтожением региональных архивов и сведений о выселенных народах. А со времени единственной научной сессии, посвященной вопросам происхождения карачаево-балкарцев, прошло более 50 лет. С тех пор были проведены научные исследования, накоплены новые данные, которые не были введены в широкий оборот. С 24 по 28 ноября 2014 года в Российской академии наук прошла международная научная конференция «История, этногенез, язык и культура Карачаево-Балкарского народа», которая стала поистине историческим событием для нашего народа. Прошедшая конференция была призвана не только пересмотреть историю карачаево-балкарцев в свете новых научных данных, но также дать импульс дальнейшим исследованиям в области языка, культуры, истории. Конференция собрала более 300 представителей из 16 стран и 23 регионов России. Длилась на протяжении 5 рабочих дней, в течение которых были рассмотрены вопросы в рамках 11 тематических направлений, зачитано более 200 докладов. В числе участников конференции были 9 академиков государственных академий наук, 5 членов-корреспондентов Российской академии наук, 105 профессоров, 150 докторов наук, 144 кандидата наук, а также докторанты и аспиранты. Среди зарубежных участников конференции были представители научных учреждений таких стран, как Норвегия, Венгрия, Болгария, США, Турция, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Украина, Азербайджан, Грузия, Армения, Абхазия. Мероприятие получилось беспрецедентным не только по географическому и региональному масштабу, но и по спектру рассматриваемых вопросов, которые вышли далеко за рамки карачаево-балкарской истории, поскольку исследовать ее в отрыве от общетюркской и кавказской невозможно. Выводы, сделанные по итогам обсуждений в резолютивной части, можно вполне назвать революционными не только для карачаево-балкарского народа, но и для всего обширного тюркского мира. Одним из главных итогов конференции стало признание на уровне Российской академии наук, что скифо-сарматские, массагетские, а также аланские племена были полиэтничными и полилингвальными, то есть представляли собой союзы разноязычных племен, в составе которых были и наши предки. Более того, скифская знать, или как еще их называют царские скифы, были признаны тюрками. Таким образом, прошлое тюркских народов, в том числе и карачаево-балкарского, можно и нужно изучать в рамках общей скифо-сарматской и аланской истории. Также особое внимание на конференции было уделено и хазарскому наследию в карачаево-балкарской традиционной культуре, языке и фольклоре. По итогам конференции готовится издание двухтомника на русском и английском языках, в котором будут опубликованы доклады участников, а также итоговая резолюция конференции. Уважаемые зрители, мы по праву можем гордиться подобного рода мероприятием, подобного уровня.
Хотим напомнить, что главным инициатором, вдохновителем научной конференции такого масштаба стал доктор исторических наук, профессор Каракетов Мурат Джаттаевич, которого мы с удовольствием зовем к нам на сцену. Мурат Джаттаевич. Уважаемые коллеги, во-первых, разрешите поздравить выпускников и пожелать им удачи. Что касается конференции, то это было знаковое мероприятие не только для карачаево-балкарского народа, но и для кавказских, в целом тюркских народов и для России, для Российской Федерации. Потому что именно в Академии наук, как и прежде, собрались 16 государств. Я посчитал более 40 представителей, то есть 40 представителей различных народов, академики, доктора, кандидаты наук. И самое главное, что решила конференция, это с этой конференции мы начинаем постоянный форум «Историко-культурное наследие народов Евразии», который пройдет, второй форум пройдет в сентябре 2016 года и будет посвящен народам Великой Степи, истории современности. Конечно, данная конференция знаковая в каком смысле? Прежде всего, она утвердила то, что было наработано за последние 50 лет. Она утвердила то, что западная часть Алании была тюркоязычной и являлась предками карачаево-балкарского народа. Она утвердила и то, что скифо-сарматский, как было сказано здесь, и сако-массагетский мир был полилингвальным, то есть многоязычным и полиэтничным, в который входили в том числе предки тюркских народов. И надо отдать должное Эльбрусоиду, который и днем, и ночью готовил данное мероприятие, и сказать огромное спасибо Валерию Александровичу Тишкову, вчера, который был удостоен высокой награды Государственной премии Российской Федерации, который способствовал, чтобы в данном здании прошло столь масштабное мероприятие. Вы знаете, когда мы получили письма от Академии наук Азербайджана, Армении, Грузии, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, значит, Болгарии, Венгрии, Чехии. Здесь не сказали о Чехии, и Чехия была представлена. И самое главное, что научное сообщество постепенно приходит к выводу о том, что в таком огромном пространстве моноязычного и моноэтничного состава населения не могло быть по определению. Я, в общем, поздравляю всех нас с этим масштабным мероприятием и хочу пожелать, чтобы в дальнейшем наши научные учреждения далее развивали то, что было наработано, то, что было сказано в резолютивной части. А в резолютивной части мы начинаем большую работу в области археологии, в области генетики, в области лингвистики и так далее. Большого плавания! Несмотря на то, что Эльбрусоид взял на себя основные организационные моменты и частично финансовые, огромная помощь была оказана нашим генеральным спонсором конференции, доктором химических наук, член-корреспондентом Российской академии наук, генеральным директором Щелково Агрохим Каракотовым Салисом Дубаевичем. Посильную помощь оказали также глубоко уважаемый аксакал нашего народа Цыканов Мухаддин Хаджи и молодой бизнесмен и меценат Кральби Жангуразов, за что мы хотим им выразить свою признательность. Ваши аплодисменты, друзья. Глаза твои не карие, глаза твои светлы, зовут нас всех Балкарию, где горы и... Много красивых девушек, как наша следующая исполнительница, очаровательная балкарка Лейла Хапаева.
Аплодисменты. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider dans ce silence amer. J'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. De cœur la petite fille, moi se vint te réclamer, presque comme une mère, tu m'es bordée, me protéger. Je t'ai volé ce sang que n'aurais pas dû partager. À bout de mots de rêve, je vais crier. Je t'aime, comme un feu, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, comme un lieu, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets, même ceux d'absolu frère et le gardien inavoué. Dans cette maison de pierre, c'est à nous regarder danser. Je t'ai voulu la guerre, des corps qui se faisaient. Помимо крупных знаковых мероприятий, фонд Эльбрусой продолжает свой ежедневный кропотливый труд, который выливается, например, в 8 продублированных фильмов и мультфильмов. Это 13-й «Воин», «Рио», «Семейка Круц», «Земля до начала времен», 20 серий «Лунтика», «Братец-медвежонок», «Как приручить дракона» и «Тачки 2». То есть у вас, уважаемые зрители, появилось еще больше возможностей научиться самим, развить свой родной язык и научить своих детей. Или же в серию издательских проектов, таких как «Горный рек. Нескончаемый гул» Михаила Синельникова.
Это мысли взаймы Владимира Попова. А также вышла книга одного из достойнейших аксакалов нашего народа, заслуженного врача Российской Федерации Шидакова Ибрагима Хаджи. Книга размышлений о воспитании молодого поколения. Географическое название Карачая и Балкарии, так называется результат 30-летнего труда, научных экспедиций, скрупулезных исследований доктора географических наук профессора Сафара Абдуллаевича Хапаева. Также фондом выпущена книга «Омонимы карачаево-балкарского языка», составителем которой является один из самых именитых ученых современности в области карачаево-балкарской филологии – Гузеев Жамал Магомедович. А следующая книга давно должна была выйти в свет, но случилось это только в 2015 году. Фонд Эльбрусоид выпустил в свет первую часть двухтомника Ай-Джаяк Исмаила Семенова, одного из основоположников современной карачаево-балкарской литературы, автора всесоюзного хита народного гимна «Эльбрус красавец» или «Мингитау». Ваши аплодисменты. А мы продолжаем признаваться в любви. В любви к родине. На сцену приглашаем популярного исполнителя, виртуозного гармониста, просто хорошего парня. И, наконец, мы, пользуясь возможностью, поздравляем его с этой сцены, заслуженного артиста Карачаево-Черкесской Республики Руслана Качиева. Сау болуңуз. Ассаламу алейкум, багалы Карачай-Балкар миллетим. Иңгиригиз ашкы болсун. Багалы жаш төлү окууну бошаган жаш төлү. Сиз миллетигизни бетисиз. Аллах жол берсин, Аллах оң берсин. Сау болуңуз. Gökte uçan kemeni kanatına Karaçay bayrakta garem Karaçay bayrakta garem Savlay dünyanı görürçe Gökte canan ayını üstüne Nark Karaçay der yazarım Alan Karaçay der yazarım Savlay dünyanı okurşa Kökte uçkan ilaçınye Karaçay cırla üretiren Karaçay cırla üretiren Tabiat kanı cırlatırça Günlü altın tayaklarımla Tav üstünde damga salırım Karaçay damga salırım Kartta yaştanı tanırca Milletime süymekligimden kötke jetken kala işlerim Kötke jetken kala işlerim Kalay sügenimi anlatırça Kobuz tamam söyleşkinci Kölümla kobuz soğarım Karaçay kobuz soğarım Jarık doydanı tepsetirça Gökte jarık жұлдыз saylap Аңа Карачая tatarım Аңа Карачая tatarım Barısı da anı sıylarça Minitau'nu töppelerine Karaçay bayrak takarım Karaçay bayrak takarım Tav jellege anı taratırça
Gökte uçan ilacınye Karaçay cırla üretirim Karaçay cırla üretirim Tabiat kanı cırlatırça Günlü altın tayaklarımla Dağ üstünde damga salırım Karaçay damga salırım Kartta caştanı tanırça В этом году пополнилась и коллекция аудиокниг карачаево-балкарских авторов. Выпущена аудиоверсия книги «Мы жили рядышком с Граалем» Бориса Чипчикова. Сборник произведений Кайсына Кулиева «Прислушайся к словам». Составитель сборника – советский и американский актер театра и кино, кинорежиссер, сын поэта Алим Кулиев. В видеотеку документальных фильмов студии «Эльбрусой» добавилась работа о жизни и творчестве поэта-писателя Керима Атарова на родном языке. Пополнилась и коллекция приложений от Эльбрусоида. Теперь доступны на гаджетах приложения «Куран» на карачаево-балкарском языке и игра «Пазлы» «Джияма» по-нашему. Кипит ключом и повседневная, непроектная жизнь Эльбрусоида. В Москве, Карачаевске, Нальчике, Черкесске, Ставрополе в совокупности провели более 500 разного рода мероприятий от образовательных до развлекательных. Дорогие друзья, вы сейчас поймете, почему мой соведущий сделал упор на городе Ставрополе. Сотрудники фонда активно вливаются в общественную жизнь своих регионов. Так, руководитель филиала в городе Ставрополе, мой соведущий Рустамбек Батчаев, стал заместителем председателя этнического совета Ставропольского края. А директор карачаевского филиала Азрет Караев членом Общественной палаты республики. И это все не говоря уже о директоре Нальчикского филиала Марате Анаеве, который по совместительству является еще и директором Института педагогики КБГУ и входит в состав многих республиканских общественных советов. Аплодисменты. Эй, приятель, посмотри на меня. Делай как я, делай как я. Хафиза, что с тобой? Ну, собственно, я так пыталась оригинально объявить следующий номер. «Кара бери бир кара» на сцене Мурадин Мезиев с ремейком кумыкской песни. Ваши аплодисменты. Ассаламу алейкум, бағалы милләтім. Gözlerinde şubu yana saraydılar sözlerim seni izley gözlerim. O kaşların kara kara gözlerinde şubu yana saraydılar sözlerim seni izley gözlerim. Kara kara bir kara beni yüreğimi carma. Kara kara bir kara carma yüreğini carma. Kara kara bir kara beni yüreğimi carma. Kara kara bir kara carma yüreğini carma. Gözlerinde jukuşana Süyüp sana var ama Bir karasan
Adamlardan bıktırama Sen aluğa ürenip Sen bulmazsan canıfayma Gözlerini köklü gün Adamlardan bıktırama Sen aluğa ürenip Sen bulmazsan canıfayma Kara kara bir kara Meni yüreğimi carma Kara kara bir kara Carma yüreğini carma Kara kara bir kara Meni yüreğimi carma Kara kara bir kara Carma yüreğini carma Kara kara bir kara Meni yüreğimi carma Kara kara bir kara Carma yüreğini carma Kara kara bir kara Meni yüreğimi carma Kara kara bir kara Carma yüreğini carma Kara kara bir kara Meni yüreğimi carma Kara kara bir kara Carma yüreğini carma Kara kara bir kara Meni yüreğimi carma Kara kara bir kara Carma yüreğini carma Sağ ol. Кеткен жазда Эльбрус Сойыт фонд Карачай Малкар тилini уста билген жаш адамларның арасында адабият еришүүнү өттүрдү. Регионладан erişүүгө талай бир школ эмда университет окуучусу кошулганды. Жаш төлүбүз ана тилlerин алайыгы сезип, хайырлана билгенлери жүректен кубанганбыз. Алая эришүүгө энчи айрылган жюри биринчи 3 жерге Гериляны Ангелинаны, Рахайланы Диана бла Өзделлени Альбинаны ишлерин тыйынчлы көргендиле. Аланы саугалар үчүн бек сүйүп сахнага чакырабыз. Ана тилlerин, ата журтларын сыйын көрө билген, сезе билген жаш адамдарыбызга хар суругуз жамагат. Саклайбыз сахнада Гериляны Ангелинаны, Рахайланы Диана, Өзделлени Альбина. жаш тилini саугалап, алгышлап ашырыр үчүн сахнага Карачай-Черкес Республиканы халк поэтин, культураны сыйлы кулукчусун, Эльбрус Сойыт фондунун месулун, өткен эришүүнү караучусун, Байрамокланы Фатиманы чакырабыз. Харсурубуз жамагат. Бағалы жамағат, күнде күнігізді былай болсын. Уважаемые друзья, здравствуйте, добрый вечер. Мен былайға сыйлы жұмышла шыққанма, жүрегім бек көтіріледі. Нечі десегіз, саулай жашауым ана тілі байламлықта, ана тіліні білгелені, ана тілге сый бергелені артық сыйлы көреме. Біз Эльбрус Сойыт фонд сағатта айтқаларыча жаз конкурсы etebіз, ана тіліне ұста білген жаш адамларны айғақлайбыз деп білдірген екті. Талай сәби жаш адамла ол конкурсқа қошылған еткенділі. Аладан ма бұл 3 әрі қыз бірінші өчлені алғандыла. Алаға сауға берген біле бірге әм алға айтырғазлегенім. Бізні сауғаларыбыз. Biz bergen öçle, cukta tüldüle keslerini etken savgağa köre. Ala ana tillerin usta biledile. Manı bula algıçlara gerekti emalı durun. Üçüncü orun Özdellen Albina. İkinci orun Arahaylanı Diana. Birinci orun eşitmeyme harsargını. Birinci orun Gerileni Angelina.
Дағы да айтырға izlegенім. Біз бұл конкурсыны бұйыл бардырғанбыла тоқтарық түлбіз. Ол себептен келер жылда Аллах айтса биағылай конкурс болуқты. Бізні тілері біз не қадар көп адам қошылуғыз конкурсқа. Ана тіліне білгенігіз бізге де кесігізге де сауға болуқты. Сөзімі аяғында бүгін әрттен білі бері тәбірей назмы gitçe nazmı çok kelgenette kölüme anı aytırga izleyme ne üçün ol meni sizge bu jaş adamlağa amanatımdı anlatımlarınızı izleyme. Bilmegen bile bolmaganda başkalık joktu deyle. Ol kerti de işeksiz. Millet eni ne degen sağatta, akıl etme ana tili degisiz. Millet atın, öz tilini baylığın, jettirgelle bugün künge atala, jaşlarыбыз tam bula künge iyele, sizge amanat etellanı anala. Sağ bolunuz. Sağ болыңыз, Фатима, сау болыңыз. Мен кесім атымнан айтайын, Фатима Ибрагимовна сөйлешіп башласа, тіліні байлығын, тіліне айырылығын, әнті бір қат игерек аңлап қояма. Алая үрен алмай қалдым, бұл Эльбрус Советте ішлеген заманда Фатима Ибрагимовна қиырчығына жеттіріп сөйлешірчі. Сау болыңыз, Фатима Ибрагимовна. Құрубыны бұла қалмай, әнчі сауға әм кетче болғаны үшін бірінші классны соқтасына өл башланы Жәмилаға кетеді. Дағы да Мисирлені Сакинатға Эльбрус Совет сайтында шөп атуға көре әм ұлы бал алғаны үшін бір сауға ашырабыз малқарға. Жаш қауымға әнті бірінші сауғабыз барды. Сахнада Таукеллені Салим. Жашауымы жарығы. Я бы даже сказал жашауымы жарығы. Боюсь, не все в зале согласятся. Часть, я уверена, думает, что это жашауымы жарықцығы. Таукеллені Салим. Қар сұрғыз, от салығыз жамағат. Gökte жарық жұлдызlar bir-birine göz kısalar sana bargan жаяу жолunu қарай көкте жарытадылар Чуак көкте чолпанымса таңларымы жұлдыз ұса жашауымы байлығыса табиғатмы сауғасыса
yazılan sözleri Geleçile varırla sana Madar edip kaza yüreğim Alıp gelir suyun çırmağına Çuvak gökte çobanımsa Года назад Эльбрусой забил тревогу. В республиках стала набирать обороты так называемая аптечная наркомания, которая приняла формы национальной трагедии. Стоит отметить, что власти Карачаева-Черкесии на призыв Карачаево-Балкарской организации отреагировали оперативно. Спустя несколько месяцев одним из первых в СКФО был принят закон о запрете безрецептурной продажи подобных препаратов. А Министерство внутренних дел Карачаева-Черкесии были закрыты несколько десятков аптечных пунктов, занимавшихся нелегальной продажей, но до конца искоренить проблему не удалось. Однако данные законы и запреты не имеют должного эффекта из-за свободной продажи препаратов в соседних с нами регионах. Весной этого года Российский конгресс народов Кавказа и общественная организация «Трезвая Россия» совместно с другими кавказскими общественными организациями при поддержке полпредства СКФО запустила общекавказский проект «Против лирики». Такое говорящее название, но, наверное, большинство из вас в зале в курсе, что лирикой называется тот самый лекарственный препарат, который используют не по назначению. И сейчас этот проект активно набирает обороты. Во многих регионах СКФО проходят оперативные рейды по аптекам, где нелегально сбывают эти препараты. В ближайшее время ожидается изменение в условиях отпуска соответствующих лекарств, а именно по рецептуре 148, что означает строгий предметно-количественный учет. Также предложено внести изменения в административно-правовой кодекс, связанные с подобными правонарушениями. А недавно в Кабардино-Балкарии была задержана преступная группа из 12 человек, промышляющая нелегальным сбытом все тех же препаратов. Работа над этим вопросом продолжается в таком же активном ключе. И на передней линии этой борьбы наш с вами земляк, председатель молодежного комитета Российского конгресса народов Кавказа Султан Таганидзе. Аплодисменты. Это проблема, этот вопрос нашего с вами ближайшего будущего. Но несмотря ни на что, жизнь продолжается. И завершить торжественную часть нашего вечера мы хотим на оптимистичной ноте. На сцену приглашается танцевальный коллектив «Мой Кавказ», чеченский танец. Аплодисменты.